приветствую на нашем канале Политгараж. Смотрите, сегодня у нас прекрасная, не то что вчера, сегодня прекрасная солнечная погода, на небе практически ни облачка нету. А где-то вдали маленькие там подобие облаков. А вчера ходили черные тучи, лил дождь, ливень, гроза, все что угодно было. А сегодня вот такая прекрасная, солнечная, летняя погода. Хочется оторваться, куда-нибудь бросить все и рвануть на речку, потому что жарко на улице. Смотрите, городской парк еще закрыт. Пока туда вход запрещен. Да, никого нету. Но мы не отчаиваемся, как говорится. Нам отдых не нужен, работу давай. И мы мчимся в транспортную компанию. Нам позвонили. Пришел грузовой транспорт. И мы сейчас поедем получать запчасти. Друзья, что у нас по вчерашним комментариям, по вчерашнему видео? Опять огромную благодарность всем выражаю, всем подписчикам, всем, кто просто посмотрел. Друзья, молодцы, комментариев накидали. Даже приятно. Я, оказывается, удовлетворил, заявки моих дорогих подписчиков. Друзья, все довольны, все, прям это пишут. Спасибо за посмотрел, за просмотр там того дома, там дворов, по улице Советская, по улице по Бабушкина. Молодцы. Пишите комментарии, также не забывайте про Солдатова, также недавно все показывал, также мне люди отписались, пишут спасибо огромное, прям как дома побывали. То же самое про улицу Ленина. Ух, носятся, газовики, нефтяники. Это же еще параллельно объездная дорога транзитного транспорта. И у них преимущество на этом перекрестке. Так, а мы едем, что у нас здесь? Батобинская экспедиция здесь у нас расположена. Теперь она, как я уже вчера говорил, это Алроса спецбурение. Это, представляете, она даже теперь называется ООО, Общество с ограниченной ответственностью, Алроса спецбурение. Вот из крупного подразделения, как говорится, Батобинской, Вилюйской экспедиции, она все превратилась в единое такое небольшое общество с ограниченной ответственностью. Так же, как и Алмаздортранс, общество с ограниченной ответственностью, куда вошла вся автобаза Мирнинского ГОКа, весь транспорт передали в их ведомство. Вот эти Volvo, видите, вот эти все грузовики, это все в обществе с ограниченной ответственностью. Алмаздортранс. Находится оно в Ленске, управление. Ну а самое главное управление, конечно, как вы догадываетесь, да-да-да, в ней, в Белокаменной. Так, сейчас, друзья, поворачиваем на бездорожье. Опа, и все, понеслась по кочкам, как говорится. Сейчас получим груз, поедем распаковывать и будем составлять график ремонта и обзванивать клиентов. Северо-восточная котельная — это объект, который обеспечивает наш город и всю промзону теплом, горячей водой. Уже много лет она существует. Раньше она работала на угле, и потом ее перевели на газ. И теперь, видите, она даже практически не загрязняет окружающую среду. Раньше, я помню, вот мы детьми еще ходили по улице, по городу Мирному. Идем, зима, снег черный, белого снега мы не видели, друзья. Снег был черный. Он просто был черный, потому что у нас была угольная котельная. Вот эта котельная здесь, потом
северо-западная, по-моему, или какая там еще у нас в городе. 2 котельных. И вот это 3-я. Снег был просто черный. Только за городом мы видели, блин, белый снег в лесу. Так, едем. Так, нас грузчик уже даже ждет, наверное, уже приготовил наши коробочки. Там транспортная компания Авианор. Кстати, в Новосибирске, для вашего сведения, она меняет местоположение. Адрес другой будет. Все, груз забрали. Все хорошо. Опа. Так, к чему я еще говорил-то? Да. Если кто-то пользуется, услугами транспортной компании Авианорд, друзья, имейте в виду, в Новосибирске поменялся адрес приемного пункта. Где-то они там переехали. Звоните, им по телефонам, и они вам уточнят. А то соберетесь, приедете на Писарево. Я знаю, что они на Писарево всегда были. Теперь, а их там нет. Оба, она когда же эту дорогу выровняют-то, елки-палки, а? Вот кочка на кочке. Опа. Ну вот здесь хотя бы маленько подровняли, да? Подровняли маленько асфальт. Хоть кочки, эти ямы, засыпали, асфальтировали. Пусть ямочный, но это ремонт. Красота. А погода нас сегодня радует. Вот здорово, Люди в рабочий день. Хотя сегодня пятница. Прекрасный день. Женщины сегодня у нас в республике Саха-Якутия работают до обеда, до 12 часов. И потом готовить своим мужьям борщи, чтобы они счастливые и уставшие приходили домой на обед, а там их уже ждут с половником наперевес. Хорошо, что с половником, а не со скалкой. Потому что пятница иногда вечером заканчивается именно так. Так, товарищи автобусисты, давайте, езжайте. Видите, там у них своя остановка, нифига себе, все у них круто. Ну да, чтобы на дороге не останавливаться, у них своя отдельная остановка. Это для именно вот то, что я говорил. Сейчас у нас типа такси. У каждого предприятия, как говорится, нету своего отдельного автобуса, а есть общая служба, которая по всему городу всем подразделениям компании утром, в обед, вечером развозит, привозит людей. Типа маршрутное такси. Маршрутка. Но в ней ездят только работники, у которых есть специальный пропуск. Естественно, они ездят бесплатно. Одно время было популярно, многие люди просто выходили на остановки, садились в этот некоммерческий транспорт и ездили там бесплатно себе на работу. Но потом поставили турникеты типа, да, и пропуска специальные выдали людям, по которым они могут ездить на работу с работы. Вот. Для обычных жителей города Мирного, муниципальных служб, работников, всех остальных, короче говоря, людей, есть обычный Мирнинское автотранспортное предприятие или Мирнинское пассажирское автотранспортное предприятие, которое возит людей за деньги. Я, честно вам скажу, никогда не ездил на автобусах в нашем городе и даже не знаю, сколько стоит проезд на автобусе. Я думаю, что, наверное, рублей 30. Я знаю, в Новосибирске 23 рубля, а в Мирном, наверное, примерно 30 или 32 рубля стоит поездка на автобусе. Автобусы у нас, конечно, ходят не слишком часто, но особенно зимой были проблемы, но потом были закуплены специальные автобусы городской администрации. Были закуплены автобусы, сейчас они все на маршруте. Минимум, я думаю, штук 5 есть. У нас маршруты номер 1, номер 2 и номер 3. Есть, конечно, автобус 101 и не знаю еще какой. Автобус, который в Чернышевск еще ездит.
Так, что еще у нас? Какие еще новости в городе? Корона. Корона, блин, атакует наш город. Каждый день прибавляется, блин, людей все больше и больше. Я уж не знаю, как это все у них там происходит, как это делается, проводится эта статистика. Но вот по брифингам судя, что у нас чуть ли не по 4, 5, 6 человек в сутки прибавляется больных. И больница уже переполнена. Переполненный ковид-госпиталь. И людей с незначительными симптомами отправляют на лечение домой. То есть, если бессимптомно проходит заболевание, а вернее с небольшими симптомами, люди проходят лечение домой. Им выдают предписание на прием таблеток Орбидол и, ребята, домой. Вот такие вот дела. Ну а мы дальше продолжим. Смотрите, друзья, как у нас рисуют зебры. Интересно. Сначала одну половинку рисуют. На той стороне тоже одна половинка. Потом эта краска раз подсохнет. И вторую половинку также зарисуют. Вот такие, блин, дела творятся у нас летом в нашем городе. Так, а мы не будем заезжать за стоп-линию. А то опять мне наши подписчики напишут штраф вам. А у нас во дворе жил мальчишка один. Это так, лирическое отступление. У нас, видите, сколько во дворе автомобилей, блин, понаставили. И все самые умные такие, все вот эти вот, все грамотные такие, блядь. Поставили их просто на тротуаре. Больше же мест нету, конечно. Здесь тенек, здесь можно, блин, спрятаться. А ничего, что тут кроме вас еще, блин, люди ходят, блин. Между прочим, хотя бы ходят. Я про себя не говорю, что я езжу, блин, на машине. Мне проехать негде, блядь. Я должен красться, блядь, по этим... По камням, блин, по ямам, по этим. Товарищи, уважайте, пожалуйста, блин, жителей города Мирного, которые просто ходят пешком. Им негде ходить, потому что вы ставите автомобили прямо на тротуарах. Я вот честно вам скажу, такой привычки не имею, вот, чтобы бросить машину посреди дороги, блин, и пойти обедать спокойно. Не обижайтесь. Я такой вот справедливый, но добрый. Друзья, зашел сегодня в стоматологию. Ни хрена, блин, не работают. Вернее, работают только, блин, по... Не знаю, по какой схеме. Короче, обещают на конец июля только начинать лечение. А пока, видимо, там только острая боль. Ну и там, может быть, какие-то экстренные больные. Это у нас стоматология находится на улице Советская, дом, блин, не помню, номера не написано. Советская. Ладненько, подождем немножко. Да, блин, пломба выпала, надо что-то делать, блин, я не знаю. Жалко, если зуб разрушится. Будем аккуратно грызть кости. Мы же на севере живем, у нас. Хотел сказать, крепкие зубы. Какого хрена? Наоборот, блин, ни хрена зубов нету, блин. Уже с зубами проблема вообще, блин. Своих-то практически не осталось. Все. Такие все. Вставные. Друзья, что у нас? Смотрите, у нас скоро выборы, да? Поправьте Конституцию там и так далее. Боже мой, сколько дебатов, сколько всяких мнений, сколько руганий, люди между собой даже у нас на работе постоянно там, да вы там, вы пойдете на выборы, вы не хотите на выборы, или там наоборот, там, вы давайте идите на выборы, потому что там, если вы сейчас не сходите, ваши голоса куда-то там запишут, короче, примут. Блин, беда. Блин, сколько мнений, сколько людей, столько мнений.
А рекламы сколько, социальная реклама везде. Блин, давай, выборы. Да как? Да если ты не сходишь, да там наша конституция, наши права, вперед, все за власть советов. Вернее. Ну, короче, вы поняли, да? Ой, такие дела творятся, блин. Там кто говорит, если ты не пойдешь на выборы, там, блин, все, за тебя там сразу плюс 10 голосов проголосуют, сами где-то там подкинут эти бюллетени. Ребята, ну поправки-то уже все работают, там их нужно только принять. Они уже давным-давно работают, уже Вова давно все принял. Ну что вы, блин, тоже молодцы такие. Че толку сейчас ругаться? Вы прекрасно, все прекрасно знаете, что уже все давно принято. Даже если где-то там, блин, вы против проголосуете, все равно большинство голосов будет за. Ай. Вот такие дела, блин. Что у нас еще впереди? Впереди у нас выходные дни. Я надеюсь, что они будут очень теплыми. Я надеюсь, что мы сможем спокойно поехать на природу. Шашлыки, башлыки, шампура, мангалы. Отдохнуть как следует надо. Потому что тяжелая трудовая неделя, блин, она, как говорится, да просто человек должен отдыхать. Просто отдохнуть надо. Ну как? Ну без отдыха вообще. Это кто-то, например, без отдыха может работать там неделями, месяцами. Так а потом тоже организм устает. Надо, блин, ему также месяц отдыхать. Так же, как, товарищи, вот вы, допустим, плохо поспали. Там 2-3 часа за ночь вам удалось поспать. Вы утром, блин, весь разбитый, блин. Или потом спишь до 12 нафиг. Ну, то есть организм должен, он требует свое. Поэтому так же, как отпуск. Поработал год, извините, будьте добры в отпуск. Человек должен отдохнуть. Если человек не отдохнул, у него начинается, блин, стресс. А стресс к чему приводит? Приводит к травмам. Травмы — это, блин, потеря рабочего времени. И, как говорится, человек... Осторожно, осторожно, товарищи. Сейчас, я уже практически повернул. Извините, я вас не пропущу. Зато пропустил всю колонну сзади меня, блин, попал в кучку. Поэтому, друзья, едем дальше, смотрим. Друзья, кто знает этого жителя города Мирного? Вам знаком он? А, смотрите, смотрите. Злой Стригун. Помните, да? На всех заборах города, на всех деревьях здесь сидят эти товарищи. Злые, стригучие стригуны. На самом деле животные, вот эти насекомые, занесены в Красную книгу, и убивать их нельзя. Но они абсолютно безвредные. Они откладывают личинки в деревянных этих всяких предметах. Особенно они появляются в жару, только именно когда жарко. И потом спокойненько улетают восвояси. Да, вот они, красавчики. По-моему, вот это, по-моему, самец. Самочки, они такие пятнистые. Товарищ, ты будешь меня кусать, нет? Давай, давай, оба. Давай, лети. Ну, вперед. Давай, лети уже. Вот ты, зараза какая, а. Блин, так хотел, чтобы он улетел. Это вот было в заднем редукторе. Охренеть. Я думаю, что и везде там все остальное такое же. Да. Друзья, берегите свои автомобили. Не доводите их до такого состояния. Меняйте масла вовремя. Так, что я хотел взять? Телефон взял, поехал в энергосбыт. Друзья, едет моя бывшая машинка. Toyota Porte.
И была у меня такая чудная машина, маленькая коробушка такая. Блин, ну полторашка мотор, полный привод. Я только полноприводные машины признавал. Маленькая такая, внутри вместительная, офигеть. И слева одна огромная дверь во весь кузов практически. Ее открываешь, она электро с приводом такая, блин. Открываешь, и, короче, можно что в первый ряд садиться, что во второй ряд садиться можно. Вообще красава такая, коробушка была. Она была у меня 9-го года. Я на ней 5 лет отъездил. 5 лет. Ребята, вообще надежнее машины я не видел. Ну, вернее, надежнее все Тойоты, все надежные. Я их вообще уважаю очень сильно. Молодцы тойотовцы. Прямо вот, ну, прям респект. Ребята, офигеть, открыто. Открыто. Блин, друзья, вообще интересно. Смотрите, полностью энергосбыт. Здание изолировано. Туда внутрь входа нет. Но звонишь, тебе подготавливают расходные накладные. А мне нужны расходные накладные по ГСК. Ну, это гаражный кооператив. Вот. И они просто через окошко нам их отправляют. Оп, оттуда сбрасывают сюда. И мы забираем. Смотрим, сколько мы там должны денежки. Идем в кассу, оплачиваем. Касса открыта. Там очередь, правда. В общем, вот так тоже есть выходы, как можно работать. Такие дела. Да. Ну вот, кому-то уже выдали. А мы ждем. Друзья, вот такой красивый пейзаж для вас специально хочу заснять. Все, получил свои бумажки. Ну теперь будем копить деньги, чтобы оплачивать задолженность за электроэнергию. Блин, 3 месяца не платил. Надо теперь все заплатить, иначе придут дядьки с большими ножницами, отрежут что-нибудь. Ну, не у меня, конечно. Вот такие дела. Смотрите, дорогие мои подписчики, вот я такой адрес впервые вижу. Площадь Победы, дом 2. Много адресов в городе я знаю, но этот адрес впервые вижу. Оказывается, это Площадь Победы. Вот этот монумент с мечами. Между прочим, вот кто знает, кто родился в этом городе, кто вырос, прекрасно люди знают, что на этом месте когда-то давным-давно, в 70-е годы, стоял здесь совсем другой памятник. Здесь стоял памятник футболистам. Да, вот здесь вот кинотеатр Якутск был. За ним был клуб «Геолог». Якутска еще не было, а был только клуб «Геолог». Вот, и здесь, на этом месте, были футболисты. Потом памятник сломали, и футболистов увезли. Я даже знаю, где место, где они были захоронены, так сказать. Долго-долго валялись эти 2 футболиста с мячом. Там на борту карьера находилось их место погребения, так сказать.
Друзья, вот уже кто давным-давно уехал из нашего города, вы знаете, что здесь у нас наш кинотеатр Якутск, теперь это Мирнинский театр. Ну, вообще он как-то называется по-другому, конечно. Как-то вот так. Учреждение какое-то. Вообще это киноконцертный комплекс Якутск. Немножко, конечно, тоже уже подизносился. Сейчас, конечно, никакие мероприятия здесь не проводятся. Даже местами, видите, тут подзалатали эти старые окна. Кое-где уже что-то пооблупилось. Плитка где-то кое-где поотлетала. Ну, ребятишки играют, бегают. Интересно, да? Вот такая судьба у нашей площади Победы. Ну, конечно, ежегодно 9 мая здесь проводятся мероприятия, посвященные Дню Победы. В этом году не было ни Дня Победы, ни празднования, ни парада, не было даже бессмертного полка. А так каждый год, конечно, обязательно проводятся мероприятия. Батюшка из храма, они выносят иконы там, молебен по погибшим. Обязательно мероприятия каждый год проводятся. Так, ну а мы что, посмотрели маленько, все, едем дальше. Несет нас наша надежная Тойотка вперед к новым свершениям. Включить кондиционер. Так, что у нас там на выезде? Никого? Никого. Ура. Смотрите, красят вовсю нам все эти зебры. И на той стороне, и на этой. Видишь, работяги идут. Видимо, профессионалы своего дела, чувствуется. Сейчас нарисуют нам полоски. Оба, сейчас все загородят. Проезд нам перегородят. Оба-на, поехали. Друзья, нас несет наша Toyota по улице Ленинградский проспект. Вот опять мы проезжаем наше пожарное депо. Опять мы проезжаем всем известные предприятия теплового и водоснабжения, тепло- и водоснабжения. Слева я, конечно, как-нибудь соберусь, обязательно сниму РССУ, ремонтное специализированное управление. Это уже нынче подразделение Мирнинского ГОКа, уже даже несколько лет подразделение Мирнинского ГОКа, и там они, конечно, занимаются ремонтом горно-шахтного оборудования. Я сам заходил. Действительно, ребята работают профессионалы. Особенно я пользовался услугами. Ну так, чисто для себя, конечно, услугами их пользовался. Это токарный цех, фрезерные работы, строгальный станок, короче, там у них такой классный есть. Но самое главное, это не станки. Самое главное, это люди, которые там работали. Люди, которые действительно профессионалы своего дела. Они, ну, просто любую там деталь какую-то надо тебе изготовить, проточить, профрезеровать. Вообще, короче, молодцы, профессионалы. Конечно, я не говорю, что там они барыги, да, там за деньги, давай, там, туда-сюда. Нет, ребята сразу говорят, это мы можем сделать, это будет там, допустим, стоить столько-то рублей. Все мы люди адекватные, все мы понимаем, что мы можем себе иногда такие дела позволить. Тем более в нашем городе, я вам скажу, частного сектора по такому профилю. Вот я недавно вам снимал, показывал одного человека. Один во всем городе. Поэтому весь город один человек обслужить не может. И зачастую приходится обращаться вот к специалистам, к работникам специализированного предприятия. Потому что там работают мастера. Мастера — это, как говорится, он знает свое дело, знает свою работу. Мы здесь вчера были, я немножко еще раз заеду. Блин, ребята, квас заканчивается очень быстро. На улице жарко. Приходится вот
идти и снова покупать. Опа, все, ребята, смотрите, кваса прикупил, зашибись. Сегодня пятница, развратница. Смотрите, сколько машин, все люди возле оптовки, блин, затариваются. Я думаю, что сегодня? А сегодня пятница, елки-палки, все, блин, на даче, на рыбалке, на охоты. Охоты не знаю, врать не буду. Все втариваются перед выходными. Потому что ехать на дачу с ночевкой до самого понедельника. Надо шашлыками втариться, углем, шампурами, мангалами. Короче, все надо прикупить, не забыть. Да что такое, опять дождь? Вроде откуда нафиг? Обрызгало, блин, уже на стекло. Ну елки-палки. Ни туч, ничего нету, главное. Ну есть там облачка беленькие, видите, какие пушистенькие такие. Что за фигня, блин? Ну это, видимо, так, случайно пролетало что-то. Так, а мы сейчас заруливаем в магазин Автомаг. Мы там сегодня прикупили запчасть, а она нам не подошла. Так, значит, что там я говорил-то? Мне телефон постоянно звонит, постоянно, блин, приходится прерываться, и, дабы продолжить съемку нашего многосерийного, не совсем художественного, а у нас получается документальный фильм. Документальный исторический фильм о городе Мирном. И мы едем опять. У меня маршрут практически не меняется. У нас почти каждый день это присутствует маршрут. Значит, Вилюйское кольцо, магазин Кэскил, Автомаг, за рулем, колесо и так далее. Короче, все названия, все автомобильные. Сейчас мы запчасть одну купим и продолжим. Зашел, смотрите, тут какая техника стоит интересная. Просто, блин, амфибия. Арго. Арго. 6х6. Савочки, какие колеса. Блин. Здорово, да? Такая техника, блин. Ценник лям 250. Ну такие дела. А мы купили вот такую деталь, крестовина рулевого кардана. И сейчас поедем, отвезем ее в работу, отдадим. Магазин Кэскил. Едем, смотрим. Ну, блин, друзья, возврат неподошедших запчастей, блядь, целая история, нахуй. Заявление, блин, реквизиты банка, реквизиты карты, блин, ИНН, ОГРН. Короче, все, блядь, все, что можно было, блядь. Я думал, уже сейчас запрос будут делать в эту паспортно-визовую службу, если у меня прописка, блин, и вообще регистрация, блядь. Или российское гражданство. Ребята, вот какой-то новый объект строится, не знаю, видимо, какой-то магазин, новый супермаркет. Торговать нынче выгодно, работать нынче невыгодно. А торговля, ребята, вообще прет. Блин, магазины выгодно иметь. Хочешь разбогатеть? Открывай магаз. Чем больше магаз, тем ты богаче. Поэтому я уже сказал, это не мои слова, это слова моего знакомого блогера. Игорь Николаевич, я за тебя повторяю твоими словами, как говорится, я тебя цитирую. Торговать выгодно, работать невыгодно. Я шучу, конечно. Торговля тоже работа и тоже создание рабочих мест. Поэтому и торговать выгодно, и работать выгодно. Вон сколько магазинов у нас пооткрывалось в последние годы. Каких только нету, блин. И Мастер Плюс за рулем, за колесом, блин. За вот это Хоздвор. И сейчас еще строятся и строятся, блин, новые. И Северянка скоро откроется. Офигеть, скоро у нас магазинов будет больше, чем покупателей. Сейчас покупатели все разъедутся, блин, останутся эти памятники, построенные, блин, не знаю для кого эти магазины. Ну все, наверное, пока перерыв.
Рекламная пауза. Какой хороший день, ха-ха, какой хороший день, ха-ха, какой хороший я и песенка моя. Это вы слушали песню из мультипликационного фильма. Ты забыл, я и пень. Я забыл какой-то мультик. Так, а мы едем по шоссе Кирова. У нас есть кардинально, важное правительственное задание. Кстати, вот смотрите, хочу вас познакомить. Это мой коллега. Вот он поехал на своем чудесном автомобиле. Нарушает правила, подрезает, вообще ездит как попало. Пенсионер. Геннадий Анатольевич. Это получится баллон один на дежурстве. А что ты фотографируешь? Снимаю твой автомобиль. И что? Ну, говорю, что ты хулиган. Да ты что? А что ты там подрезаешь, А как я кого я? Кого ты там подрезаешь? Надо. Ездить надо по правилам, а ты там Я ничего режешь. не трогаю. Я раз и... Да, я видел, как ты раз. Дорога. Раз. Вот, друзья, для информации. Маленькая черешня и помидоры подешевели. Вот буквально еще черешня была по 380. Уже она, черешня, 330. А помидоры 150 рублей за килограмм. Вот, прикупил маленько. Буквально тут. Чтобы дома на салатик хватало помидор. Потому что я вчера купил огурцы, а сегодня помидоры и лук еще вчера покупал. Поэтому того всего помаленечку. Салатик дома можно заварганить. А то весна прошла, лето наступило, а мы еще ни овощей, ни фруктов толком и не видели. Свежих, настоящих. Ну все. Короче говоря, сегодня рабочий день закончился. Поэтому, что я могу сказать? Давайте будем прощаться на сегодня. Поэтому все, кто досмотрел нашу сегодняшнюю серию до конца, друзья, огромное вам спасибо. Всем желаю здоровья, счастья на нашем канале. Не забудьте подписаться, оставить свои обязательно комментарии. Обязательно поделитесь с друзьями, родственниками, дальними родственниками. А потом, чтобы те дальние родственники поделились с самыми дальними родственниками. Через WhatsApp, через Viber, через YouTube, как угодно. Друзья, делитесь. И обязательно будет нам с вами счастье. Пока-пока.